В магазине ДНС мы уже были, там нам не могут предоставить надлежащего качества, значит, информацию. Пойдем посмотрим, что происходит в магазине Хатуаз. Такая ли ситуация? Или, может, другая какая-то ситуация? Часы работы. Адресочек. Очень вкусный магазинчик. Очень вкусный магазинчик. Уголок потребителя снимаю. Для личных целей, для ознакомления. А есть правила торговли, простите? Можно мне как, да, получить правила торговли? Это не то. И книгу жалобную можно? А еще жалобную книгу могу я даже получить? Жалобную книгу забрали. Кто забрал? То есть я не могу сейчас ее получить и оставить свою запись, да? В данный момент нет. Я понял, спасибо. А правила торговли я могу получить? То есть тоже я не могу получить, да? Понятно. А как его вытащить? Что случилось, если не секрет? Да ничего. 2016 года, да? То есть без поправок. Последние поправки, изменения. Последние изменения 13 июля 2015 года. Сейчас, по-моему, март 2017 года, да? Ясно. Вот так выглядит уголок покупателя в магазине Хатуаз. Окей. Простите, а вы продавец? Можете подсказать мне, пожалуйста, вот ребрышки свиные КВ Хатуаз за 434 рубля, которые. Подскажите, пожалуйста, как я могу ознакомиться с правилами хранения данного продукта и какой у него срок годности? Как мне узнать? Ну, к сожалению, на этом продукте его нет. А вот я уже попросил ребрышки свиные КВ. Да, можно, да, посмотреть. А где это увидеть? Ребрышки, да, ребрышки свиные, категория D. А нам надо категория В. Ребрышки, ребрышки. Тут нету этого, женщина. Простите, тут нету категории В ребрышки. Ребрышки свиные, категория D написано, правильно? 30 суток. Вакуум. Вакуум? Подождите-ка. Это вакуум.
То есть ценников нет, да? Вот так фасуем, видите? Ага. Ясно. Подскажите, это недостоверная информация, что вы мне представляете? Как? Ну, это недостоверная информация. Выйдите! Замесители! Простите, пожалуйста, вот тут указано, что ребрышки свиные категории D, во-первых, да? Там категория В. Ну, это для начала. То есть это информация не по тем ребрышкам, видимо. Также Они здесь разные. указано, что вакуум. Они не в вакууме, они просто лежат. Я Ребра. хотел бы узнать по ним информацию. Ребра у нас бывают в вакууме и без вакуума. Ну, вакуум мы делаем оптовикам, которые везут далеко. Ну, я А понимаю. вообще вакуум, он Ну, ознакомиться с правилами хранения именно вот этого продукта я могу ознакомиться как покупатель. Я же имею право ознакомиться с правилами хранения. То есть на эти ребрышки документы здесь, да? Нет, на ребрышке нет, документы на ребра вот здесь. Мы заказываем. То есть это не те ребра вообще. Ну, давайте с этого начнем. Это не те. Здесь категория D. Там категория В. И тут указано, что они в вакууме. То есть они не в вакууме. Я хотел бы посмотреть, как они хранятся без вакуума. Они хранятся То есть в вакууме в они пакетах, контейнерах. в вакууме они хранятся 30 суток, я вижу, категории D. А вот именно категории В, без вакуума, сколько они хранятся? Как я должен узнать это? Ну, догадаться? На день буквально 3 килограмма. Ну, то есть вы предлагаете поверить вам со слов. Получается так. То есть по этим ребрышкам никакой документации другой нет, да? Когда они были заказаны? Ну, я могу посмотреть вот эти именно, когда были получены вам? Крыло куриное, окорочок куриный. То есть маркировки нет на колбасе любительской в пузыре. Простите, а можно вопрос к вам? Вот я смотрю на колбасу любительскую в пузыре, на ней есть срез, правильно? Могу я увидеть маркировку на этом срезе, когда он был сделан и какой срок хранения и годности этого продукта? Маркировки нет, да? То есть со слов надо поверить. То есть поверить со слов вы предлагаете. Ну, могу я узнать, вот его 10 дней назад порезали и поставили туда, или сегодня? Как-то убедиться в этом, вот как покупатель я могу? Как? Поверить? Понюхать? Нет, я не хочу его приобретать, потому что я сомневаюсь в его качестве, да? Я просто хочу узнать, вот именно этот продукт, выложенный здесь на общем доступе, то есть человек может покупать этот продукт, правильно? Вот на нем должна быть маркировка, вот в чем дело. Когда его порезали и поставили, я вот хочу узнать просто, да, маркировки, то есть нет. Ясно, спасибо. Фаршик. А фарш замороженный? Охлажденный, да? Ясно. Ясно. Скажите, пожалуйста, а могу я ознакомиться с правилами? Я покупатель. Обычный потребитель, да. Обычный потребитель у нас вообще-то не Кто вам сказал такое? А я фотографирую. это у нас внутренние правила. Ну, дело в том, что ваши внутренние правила не могут противоречить законодательству Российской Федерации, правильно? Да, да, так и сказано, представляете. Черным по русскому. Хотите почитать? Хотите почитать? Зачем интернет? У меня есть Конституция. Хотите почитать? 29, часть 4. Для личных
Для личных, да, для ознакомителей. Вот я, допустим, хочу узнать вот этот фарш. Нет, 29 статья, 4 пункт, да. И раз у вас торговая площадка, вы же, наверное, знакомы с законом о защите прав потребителей, да? Там есть еще 8 параграф, который мне, в принципе, то же самое гарантирует. Видите, как сейчас происходит? Продавец считает покупателя, ну, никем. То есть зайди, купи и иди отсюда. Представляете? Все по закону. Так можно мне все-таки Какой как-то... вас интересует, вот, пожалуйста, накладная от сегодняшнего числа. Хорошо. Вы получили сегодня. Все, я могу его снять же, да? Получить информацию о ребре. Можете, да, раз ваше законодательство. Так, это не мое закон, это наше Наше, общее да. гражданско-правовое государство нам гарантирует такие права. У вас какие-то претензии или что-то? Да, у меня уже пара есть. Даже не пара, а 3. Вот, спасибо Причина большое. вообще всего вот этого? Причина? Просто хочу, чтобы люди торговали по правилам. Просто как Просто как активный участник гражданского общества. Да. доброволец. Да, чистой воды. Я хотел бы, чтобы мне, ну, пожалуйста, указали маркировку, когда вот был срез сделан на этой колбасе. Ну, когда именно он был сделан. Ну да, вот видите, вот колбаса любительская, да, если я не ошибаюсь, 240 рублей за килограмм. Вот был произведен срез, да, с одной и с другой стороны. После того, как произведен срез, соответственно, правило хранения и срок годности меняется у продукта. Правильно? То есть, значит, маркировка должна быть. Ну, я тогда вас попрошу взять маркер и написать, когда это было сделано. Ну да. А вы не знаете, что вы должны делать маркировку? Представляете, каждый раз нужно это делать. Да, конечно. А как я должен узнать? Вот как мне узнать? Да, где-то вот, да, Вот. меньше. Как минимум 1000 на 200 Нет, рублей. я сейчас вам объясню. Если один раз даже сделан срез, 300 на 200 грамм. я вам объясню. Вот, ну, каждые граммы это уже будет совершенно другая история. Если один срез сделан и приклеена вот такого рода целлофановая упаковка, то на ней должен быть промаркирован день, Понимаете, час. вот мы разрежем пополам колбасу один раз, и через минуту мы разрежем Да, её да, еще нет, раз. я же вам не говорю, каждый раз вам нужно делать. Вы как каждый раз новую режете, тогда должна быть маркировка. Тогда должен быть отдельный человек, который будет этим Нет, заниматься. это может делать простой продавец. На часы посмотреть, число и дату, простым маркером. Нужен просто маркер вот здесь и все. Представляете? Прямо на целлофан написать. Вот такого-то, во столько-то, столько-то сделан был надрез. То есть с этого момента правила его хранения и срок годности его меняется. То есть если ее так можно хранить в упаковке, вот в этом, как там сказано, в пузыре, к примеру, там 30 суток, то после среза там 7 суток, да? А вы, получается, вы будете его срезать и тоже продавать 30 суток, что ли? Нет, конечно. Конечно, нет. То есть, ну, я понимаю, да, я понимаю, но теоретически это же может быть так. Ну, теоретически можно, знаете, Ну вот, предположить. а фактически должен быть ну, произведена маркировка. То есть вы отказываетесь промаркировать данный срезанный продукт. Не отказываюсь, я просто слышу об этом честно сказать. А вы, простите, работаете здесь? Кем? Заведующий отделом первый раз слышит про маркировки? Потому что каждая средство должна маркировать. Конечно. Мне кажется, что это Ну а человеку как узнать? Человеку как узнать, когда был сделан срез? видела на слово, как Ну вот, а мы не должны на слово верить, мы должны прочитать и сами лично убедиться. Вот, к примеру, возьмем колбаса с сыром, да, вот, хатуаз. Мы можем повернуть ее и посмотреть. Вот эта колбаса произведена тогда-то и хранится вот столько-то, при такой-то, такой-то температуре, правильно? Вот после того, как я ее надрежу, ее хранение и сроки хранения и температурный режим меняется. Это я уже поняла. Вот, а когда я надрезал, никто не знает. Я просто только не могу понять, в какое время мы должны это все успевать. Вот когда отрезаете, приклеиваете, взял, написал и поставил. А это занимать будет, наверное, секунды 2. Я понимаю, что кипиш, но это же не служит причиной нарушений. Надрезов, если
Еще у меня пару претензий по тому холодильнику. Можем туда перейти, я вам покажу. Вот можно мне посмотреть вот эти колбаски гриль натуральные, да, могу я посмотреть на них? Вот, к примеру, беру я колбаски со снегом, со льдом. И хочу посмотреть, когда они были сделаны. Можно мне на них ценник? Это на них ценник, правильно? Ценник. То есть на нем не указано, когда эти колбаски были сделаны, сколько их хранить. То есть нет, или указано. Декабрь 15-го, 16-го. То есть они в декабре 16-го были сделаны? Печать на ценнике. Ну да, печать на ценнике, вот видите, дек 16-го. Вот как должен покупатель узнавать, когда эти колбаски сделаны и они просрочены или нет? Как вот узнать? А это доброволец общественный? Нет. Я же не с проверкой, я так интересуюсь, получаю для себя нужную информацию. А потом все это выложите в интернет. Обязательно выложу, чтобы люди видели, где какие наши права нарушаются. Вот здесь хотел бы увидеть правила торговли, к примеру. Мы видим, что их нет просто. Хотя они тут должны быть. И по моему первому требованию мне должны дать правила торговли и книгу жалоб. Но ни того нет. Видите как? Вот, ребят, смотрите. Магазин Хэтлас. Ни книги жалоб, ни правил торговли. Ничего. Сыр, когда порезан, когда упакован. Какие сроки хранения. Никто не знает. Никто. Вот пельмешки лежат просто. Ну все. Все, что нам нужно, мы отсняли. Можем, в принципе, двигаться дальше. Всего доброго.